بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية. Уроки арабского языка. Бисмиллах ва бихи настаин. Альхамдулиллах, мы проходим 12-й урок первого тома мединского курса. На этом видеоуроке мы расскажем о таких грамматических терминах, как каф аль-мухатаб, то есть слитное местоимение второго лица, и исмуль маусуль, то есть относительное имя мужского рода и женского рода. Итак, переходим на 12-й урок. Альхамдулиллахи раббил аламин, ассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ад-дарсу ат-тания ашара, 12-й урок первого тома мединского курса. Прежде чем начать 12-й урок, перейдем к нашему пояснению аш-шарх. На этом уроке мы подробно затронем такие грамматические термины, как исму маусуль, то есть это относительное имя, и каф аль-мухатаб, то есть местоимение, слитное местоимение второго лица. Частица ка, как мы видим, дамир аль-мухатаб мудаккар, то есть местоимение второго лица мужского рода, а также местоимение второго лица женского рода, дамир аль-мухатаб аль-муаннас. Если к концу имени добавить частицу ка, то это будет переводиться как твой или твое. Допустим, масмука, исмун, это у нас имя, масмука, как твое имя, то есть как тебя зовут. Кейфа халю, халюн, это положение, халюка, как твое настроение. Кейфа халюка я аби. К, это у нас каф аль-мухатаб, то есть обращение к второму лицу, именно мужского рода. Кейфа халюка. Если кейфа халюки сказать, то это обращение к женскому роду. Допустим, масмуки, как тебя зовут? Это при обращении к женщине. Масмука, это при обращении к мужскому роду, как тебя зовут? Бейтука джамилюн, твой дом красив. Масмуки, как тебя зовут? Кейфа халюки, я умми, о моя мама, как твое настроение? Аляки хадал калам, я Фатимату, тебе ли принадлежит эта ручка, о Фатима? Далее, на этом уроке также мы пройдем некоторые глаголы третьего лица. Допустим, если Мухаммед вышел, например, если сказать Мухаммед вышел, нужно сказать хараджа Мухаммадун. Мухаммад здесь является действующим лицом, то есть фаиль, или же его называют субъектом действия. То есть это тот, который выполняет действие. Аль-фаиль хуа аллади яка ба'д аль-фи'аль. Это то, что становится после глагола. Хараджа здесь глагол, фи'аль, Мухаммад здесь фаиль. Фаиль это тот, который делает глагол, то есть действующее лицо или же субъект действия называют. Хараджат, вот это в конце, буква Т, именно для женского рода. Она вышла, то есть умми, моя мама вышла. Хараджат умми. Хараджат женского рода, она вышла. Кто вышла? Умми, моя мама. Моя мама здесь является фаиль, то есть субъектом действия. А фи'аль, глагол, будет хараджат. Также имена относительные в арабском языке чаще всего встречаются такие, как аллади, который, или же аллати. Аллази – это относительное имя для мужского рода, единственного числа для разумных и неразумных существ. Исмуль маусуль, иль-муфрад, аль-мудаккар, аль-акил, ва гайр аль-акил. К примеру, аль-каламу лади мак максур, ручка, которая находится с тобой, сломана. Ручка является
мужским родом единственного числа, поэтому относительное имя исмун мавсуль будет аллази. Если же имя является женского рода, то, соответственно, относительное имя будет тоже женского рода. Допустим, аллати переводится как «которая». К примеру, лиман нил хакибату, чья это сумка, кому принадлежит? Сумка, которая находится на столе. Сумка является женским родом в арабском языке, аль-хакибату. Вот это та марбута является показателем женского рода, поэтому аллати. То есть сумка, которая, нельзя сказать лиман аль-хакибату аллази. Аллази переводится как «которая», а аллати переводится как «которая». Аллати исмуль мавсуль лиль муфрад аль муаннас, то есть это имя относительно, аллати используется для лиль муфрад единственного числа, аль муаннас женского рода, аль акил ва гайр акил, как и разумных и неразумных веществ. Теперь перейдем непосредственно к нашему уроку. Суат — это женское имя. Ассаламу алейки ва рахматуллахи ва баракату. То есть мир тебе и милость и благословение Всевышнего Аллаха. Аль-бинт — дочь. Ва алейки салям ва рахматуллахи ва баракату. Кейфа халуки. Как твое настроение, как дела? Я бинту, о дочь. Ана бихайрин, со мной все в порядке, вальхамдулиллах, хвала Всевышнему. Мин айна анти, анта — это ты, при обращении к мужскому роду, а анти — это ты при обращении к женщине. Мин айна анти, откуда ты? Ана минар Рияд, я из города Ар-Рияд. Рияд, мы знаем, столица Саудовской Аравии. Масмуки, как тебя зовут? Исми Амина. Меня зовут Амина. Эмине. Амина, Амина. Эйна абуки. Где твой отец? Это при обращении, опять же, к. Здесь у нас каф аль-мухатаб лиль-муаннаф. То есть слитное местоимение второго лица для женского рода. Абука. Если я обращаюсь к мужскому полу, то я говорю абука. Если я обращаюсь к женщине, то я говорю абуки. Эйна абуки, где твой отец, где он находится? Аби, вот это я, дамир, муттасиль, мутакаллим, то есть слитное местоимение первого лица. Мой отец, гуна, здесь находится. Филь Мадинатиль Мунаввара, в лучезарной Медине. Хуа муаджихун. Он муаджих, вообще направляющий, переводится. Муаджих в данном контексте имеется в виду как завуч. Хуа муаджих фил мадраса ат-танавия. Он является завучем в аль-мадраса ат-танавия. Есть аль-мадраса аль-иптидаия, то есть начальная школа. Есть аль-мадраса аль-мутавассита, средняя школа, и аль-мадраса ат-танавия есть школа для старшеклассников. 9-11 классов. Он является заучем в старшей школе. Или же в лицее, можно сказать. Аль-мадраса ат-танавия. Ва айна уммуки. А где твоя мама? Хия айдан хуна. Она также находится здесь, то есть имеется в виду в Медине, лучезарной Медине. Хия табибатун. Она врач фи мусташфаль уилядати, в роддоме. Ваман хадихиль фатату. А кто это? Фатан — это парень. Фататун — девушка. Кто эта девушка? Аллати, которая мааки, которая находится рядом с тобой. Ахия ухтуки. Она твоя сестра ли? Ля хия бинту амми. Нет, она дочь моей дяди. Аммун — это дядя со стороны отца. Она является дочерью моей дяди. Масмуха. Как ее зовут? Как ее зовут? Я бинту амми, дочь моего дяди. Масмуха. Как ее зовут?
Исмуха Фатима. Ее зовут Фатима. Ахия Замиля Туки. Она твоя одноклассница ли? Замиль. Коллега, однокурсник, одноклассник. Замиля Туки. Она является твоей одноклассницей? Ля, нет. Ана филь мадраса аль-мутавассита. Я учусь, имеется в виду, в средней школе. Вахия филь мадраса аль-тhanавия. Она учится в старшей школе. То есть в лицее с 9 по 11 класс. Аляки ухтун. Есть ли у тебя сестра? Ля, нет. Ма ли ухтун. Ма ли. У меня нет, я не обладаю, у меня нет. Ухтун, сестры. Аляки ахун. Тебе принадлежит ли брат? У тебя есть ли брат? Наам, да. Ли ахун кабирун ва хуа талибун биль джамиа. Да, у меня есть брат большой, старший брат. Он студент, где? Биль джамиа, в университете. Ваман хада тифлю аллави мааки. А кто этот ребенок, который находится рядом с тобой? Хуа ибну ахи. Он сын моего брата. Масмуху. Гу его. Исмун имя, как его имя. То есть как его зовут? Исмуху, его зовут Саадун, Саад. А уммуки филь бейти аль-ан. А первое это вопросительно. Твоя мама дома или сейчас? Ля. Захабат иляль мусташфа. Нет, она отправилась куда? Иляль мусташфа, в больницу. Тамарин. Здесь даются упражнения. В первом задании нужно просто прочитать и переписать. Кейфа халука. Обращение к отцу, поэтому к будет. Кейфа халука. Кейфа халуки. Здесь уже в конце будет касра. Я умми, потому что обращение к женщине. Во втором задании нужно прочитать каждое предложение, затем вставить частицу кафель мухатаб, как указано на примере. То есть, если, я повторюсь, если мы обращаемся к мужчине, то будет к. Эйна калямука. Где твоя ручка? Я аби, о мой отец. Ручка в арабском языке является мужским родом, поэтому будет калямука. То есть ручка здесь при обращении к отцу, поэтому будет к. Если при обращении к матери, к женскому роду, то будет ки. Где твоя ручка, о мой отец? Где твоя ручка, о моя мама? Аиндака калямун я Мухаммаду. У тебя есть ли ручка, о Мухаммад? Аиндака. Мы обращаемся к кому? К Мухаммеду, поэтому будет к. А если обратиться к женскому роду, то будет аиндаки. Все то же самое. Калямун, только я аминату. Айна бин бейтука я устази. О мой преподаватель, о мой учитель, где находится твой дом? Обращение к мужскому роду. А если обращение к женскому роду, я устадати. Айна бейтуки я устадати. Давайте глянем готовое домашнее задание. Вот у нас даются готовые домашние задания. Айна калямука я аби, айна калямуки я умми. Аиндака калямун я Мухаммаду, аиндаки калямун я аминату. Айна бейтука يا أستاذي أين بيتك يا أستاذتي أهذا الدفتر لك يا علي أو علي эта тетрадь тебе ли принадлежит? أهذا الدفتر لك يا فاطمة أو فاطمة эта тетрадь тебе ли принадлежит? من أين أنت يا أخي откуда ты, о мой брат? Мин айна анти, я ухти, о моя сестра, откуда ты? Эйна абука, я Халиду, о Халид, где твой отец? Эйна абуки, я Хатиджету, о Хатидже, где твой отец? Ки, к обращение к мужскому роду, ки обращение к женскому роду. В третьем задании
анниф аль-фа'иль. Нужно превратить фа'иль. Фа'иль – это действующее лицо. Нужно превратить субъект действия, действующее лицо, в женский род. Фи кулли мин аль-джумалиль атия. В каждом из нижеуказанных предложений. К примеру, мисалун хараджа Мухаммад мин аль-бейт. Мухаммед вышел из дома. Хараджат уже женского рода будет глагол. Хараджат аминату мин аль-бейт. Мударрис – преподаватель. Нужно сказать преподаватель, именно женщина, учительница. Аль-мударрисату. Уже будет не захаба, а захабат. Отправилась. Захаба аль-мударрису или аль-фасль. Учитель отправился в класс. Нужно сказать, учительница отправилась в класс. Захабат аль-мударрисату или аль-фасли. ذهب المدرس إلى الفصل. ذهبت المدرسة إلى الفصل. ذهب أبي إلى المستشفى. ذهبت أمي إلى المستشفى. ذهب أبي إلى المستشفى. А здесь нужно написать ذهبت أمي إلى المستشفى. Как даются на примерах. Вот у нас тут готово домашнее задание. ذهبت أمي إلى المستشفى. جلس الطالب. جلس الطالب في الفصل. Студент сел في الفصل. Класс. В классе. Сидит. Сел в класс. Нужно сказать студентка или школьница села в классе. جلست الطالبة في الفصل. جلست الطالبة في الفصل. خرج أخي. Мой брат вышел из дома. خرجت أختي. Моя сестра вышла من البيت из дома. Четвертому заданию нужно просто проанализировать. تأمل ما يلي. Обратите внимание. جلست الطالبة. Когда два сукуна ат-талиба можно читать при помощи касры. Джаласатти талибату. Джаласат ат-талибату можно сказать. Если читаем слитно, можно вместо касра произнести как вместо сукуна, вместо джезма можно произнести как касру. Джаласатти талибату. Икра аль-джумаль аль-атия. Прочитать следующее предложение. Маниль фаталь лади. Кто юноша? Этот юноша аль-лади, который. Это исмуль маусуль, то есть относительное имя мужского рода единственного числа. Аль-лади хараджа мин бейтика аль-ан, который вышел из твоего дома сейчас. Кто этот парень, юноша, который вышел из дома сейчас? Хуа ибну амми, он сын моего дяди. Аммун, дядя со стороны отца. Маниль фатату лати. Кто эта девушка? Аллати, которая хараджат мин бейтика, которая вышла из твоего дома. Аль-ан я Мухаммаду. Я бинту халати, она дочь. Халатун, это тетя. Она дочь моей тети. Лиман ниль мифтаху лади. Кому принадлежит ключ, который аль-мактаб, который находится на столе? Хуа лиль мударрис, он принадлежит преподавателю, учителю. Лиманис саатуллати, кому принадлежат часы аллати аля сарир, которые находятся на кровати? Хия ли зауджи ухти. Они имеются в виду са женского рода, поэтому здесь написали как хия. Они принадлежат мужу моей сестры. Аса женского рода, поэтому аллати. Аль-мифтах мужского рода, поэтому аллави. Аллави переводится как который, а аллати переводится как которая. В следующем задании нужно вставить
относительное имя аллади или же аллати. Помним, аллази для мужского рода, если имя мужского рода, значит будет аллази, если имя женского рода, то будет аллати. Аль-китабу в первом нужно сказать аллади. Аль-китабу аллади аля аль-мактаб лиль-мударрис. Книга, которая лежит на столе, принадлежит преподавателю. Аль-каламу аллати нельзя сказать, потому что калам является мужским родом, поэтому аллади будет. Аль-каламу аллади фи хакибати максур. Проверяем. Аль-каламу аллади фи хакибати максурун. Ас-сайярату аллати, машина, которая хараджат миналь мусташфа, которая выехала из больницы аль-ан, которая выехала сейчас из больницы, лит-табибиль джадид, принадлежит новому врачу. Аль-кальбу аллади. Аль-кальбу аллади фил хадикати маридун. Аль-фата аллади хараджа миналь масджид ибнуль муаддин. Тилька аль-баттату аллати, здесь будет аллати. Проверяем. Тилька аль-баттату аллати. الدرس الذي تلك البتة التي تحت الشجرة لبنت الفلاح. تلك البتة, та утка, которая находится под деревом, принадлежит дочери аль-фаллах, фермеру. البيت الجديد الذي في ذلك الشارع للوزير. Новый дом, который находится на той улице, принадлежит министру. الدرس الذي بعد هذا الدرس, урок الذي. Урок الذي بعد هذا الدرس, который будет после, или урок, который после этого урока, сахлун джидан, очень легкий. И тут даются новые слова. Аль-кальматуль джадида. Аммун – это дядя. Ахуль аб, то есть отец, то есть брат отца. Амматун – это тетя со стороны отца, то есть сестра отца. Ухтуль аб. Аль-халю – это дядя со стороны матери. Ахуль то есть брат матери. Аль-халяту – это тетя со стороны матери. Ухтуль Аль-фалах – фермер, земледелец. Мусташфаль вилядати – роддом. Урок на этом завершен. Альхамдулиллах. Ва акулу хада ва настагфиру ва натубу илейх. Ва ахиру да'вана ани алхамдулиллахи раббил аламин.